Теперь слово мастеру кисти и снова передал. Он действительно мастер кисти, потому что это уникальный человек. Вы сейчас познакомитесь с ним поближе. Александр Владимирович. Здравствуйте, братья и сестры. Я рад, что сегодня с вами вместе нахожусь на таком событии. Нас в одну кучу собрало сегодня событие, которое организовал мой друг доктор Бассам. Вот. Но я-то присутствую как награжденный. И как и Владимир Порфирьевич, я сначала тоже был удивлен, иконописец, Львов, а у нас самый известный человек в мире, родившийся на нашей чувашской земле, Крылов Алексей Николаевич. Все корабли мира, большие, маленькие, подводные лодки, строятся по его научным разработкам. Он самый известный в мире кораблестроитель. А потом я задумался, иконописец, я хотя создал более 1000 портретов, и вот отца Василия нарисовал тоже, вот, и доктора нарисовал, и серию «Палестинские женщины», но здесь связано с иконой. Я знаете, что вспомнил? Родился я в глубоком русском селе, которое называется Тихомирово, тихо и мирно. И вот в 1956 году на моих глазах сломали церковь. Наши русские люди отказались, пригласили из другого региона, другой религии людей. Они сломали, из этой церкви сделали школу, в которой я учился. Видимо, материалов не было других. Потом наступило новое время. Из этой школы сделали эту церковь. А школу сделали из кирпича. И вот в моей жизни произошел случай такой. Ко мне подошел довольно солидный человек. Я знал, что он главврачом у нас в районной больнице был. Показывает икону и предлагает: купи у меня ее. Тогда церкви грабили просто, грабили. Овально. Вывозили за границу. И вот я не только художник, я был успешный предприниматель. Своя фабрика была медленная. Музей построил в честь своего отца. ЗАГС построил. Он знает, что я человек состоятельный, предлагает мне за миллион икону, которую они когда-то стырили с нашей Тихомировской церкви. Я говорю: а тебе зачем ты подаешь, зачем тебе? Вот дочери надо высшее образование получить. Миллион надо. Это как раз самые смутные времена в 90-е годы. Я говорю: ладно, это икона с моей же церкви. Потом мы с земляками собрали деньги, построили совершенно новую церковь. Это было где-то лет 12 назад. И вот икону эту я передал своей новой церкви, в которой тоже деньги вложил, еще сделал 5 икон на потолке. И тогда я уже с чистой совестью вот эту медаль принял, потому что медаль, любую награду надо заслужить. И по поводу конкретно вот этого сегодняшнего события, у нас в Новочебоксарской церкви, музее, который называется «Храм искусств». Значит, а еще вывеска дополнительная — «Музей счастья». Там заканчивается 111-й у нас. 111-я выставка, здесь 115-я. И там как раз вот этот бронзовый бюст, который Владимир Порфирьевич изготовил, он стоит у нас. Вот. И событие, конечно, это вызывает всегда внутри сочувствие, иногда до слез. И задумываешься, откуда это, зачем это и кому это надо. Я не знаю, я читать не очень люблю, я все как-то дохожу через чувства до всего. Но заглянул в историю. Меня еще первая наша встреча удивила с доктором Бассамом, когда мы впервые встретились, а потом и в мое село он ездил. Вот. Значит, я думаю, уверен на 100%, что он знает историю России лучше, чем мы все вместе.
И что дает нам, художникам, вот такие выставки? Мы не только совершенствуем свое мастерство, мы познаем Палестину, мы познаем мир и познаем еще кое-что. Почему империя лжи вдруг окутала весь мир? Кто руководит миром? А миром-то руководят колонисты. Это ведь не только Палестина. До Палестины уничтожили всю Южную Америку. Англичане, испанцы, португальцы, французы, голландцы, Итальянцы. колонизаторы. Они индейцев загоняли в резервуары, в резервации, извиняюсь выражение. Они сейчас это же повторяют в Палестине. И у них задача номер один сейчас в мире — это же самое сделать с Россией. Но вот им. Они уже начали это чувствовать. Хотя еще по инерции говорят: ого, у нас там много чего. Но они, их жадность движет, а нас движет добро. И вот сегодняшнее это напоминание как раз о том, что сила в правде и в добре. И рано или поздно победа за нами.